Доброго времени суток, дорогие друзья, подписчики нашего канала, инстаграм-странички и иных наших социальных сетей. От всего коллектива исторического парка, всех причастных к этому празднику, к Дню защитнику Отечества, я хочу вас поздравить с профессиональным праздником. И в рамках этого дня мы подготовили для вас небольшую декаду. Вы уже увидели, что у нас есть несколько небольших мастер-классов и что есть целые баталии по настольной игре «Битва за Москву». И вот еще один наш вам подарок. Это выставка, посвященная эволюции униформы и внешнего облика российского солдата на протяжении 100 лет. Промежуток этот затрагивается с начала Первой мировой войны 1914 года, то есть мы здесь затрагиваем и реформы Николая II от 1905 по 1912 годы, до так называемой и принятой на современное состояние российского вооружения системы «Ратник». Если же обращаться к некоторым таким интересным фактом, то стоит обратить внимание на вот этот предмет. Здесь представлена шинель образца 1912 года. Это, естественно, репродукция. Но интересен здесь не сам этот предмет, а то, что на нем висит. Это ремень. Этот ремень поставлялся в годы гражданской войны в России на обширную территорию, находящуюся под властью Колчака и сибирской армии, в том числе для некоторой такой поддержки. Это британский офицерский ремень из портупейной системы Сэм Браун. Это подлинник. Этот предмет будет интересен тем, кто увлечен историей этого периода и кто хочет посмотреть все-таки, что в чем есть отличие между нынешней офицерской портупеей, так называемой, и его историческим прототипом. Если же обращаться к снова британской помощи белым армиям, то мы здесь несомненно сталкиваемся с униформой. Здесь представлен китель образца 1902 года, который также поставлялся в Россию с помощью Британии. Это именно британский комплект формы. И на нем висит русское снаряжение. Из интересного, опять-таки, вы сможете здесь увидеть это бандольера образца 1915 года, пошитая в 1917 году. Здесь об этом весьма красноречиво могут сказать вот эти штампы военной приемки и штампы изготовителя. Здесь отчетливо пропечатывается год и фамилия человека, кто причастен к созданию этого предмета. Уникальность этого предмета состоит в том, что он был выкуплен из Иркутска, из истории же этого экспоната можно сказать то, что он некогда лежал на военном иркутском складе номер 1 и номер 2, возможно. А из этих складов в свое время снабжались и белая армия, и в последующем уже красная. Что может здесь, опять-таки, свидетельствовать нам? Красноармейцы здесь оставили свой след. Это замазанный двуглавый орел. Из более современных экспонатов, представленных на этой выставке, это, несомненно, система «Ратник», принятая в 2014 году в вооруженные силы Российской Федерации. Здесь можно увидеть типичную раскладку. Это бронежилет 6Б43, это уже устаревшая версия, есть уже более
современные варианты этого бронежилета. Жилетный модуль 6Ш-112, который позволяет бойцу усиленный боекомплект на себе нести и распределять равномерно нагрузку по позвоночнику и по ногам. И, естественно, униформа ВКБО – это всесезонный комплект базового обмундирования образца 2014 года. Естественно, ратник, он претерпел изменения, но мы уже спустя 8 лет можем об этом комплекте рассуждать как об определенном этапе истории. И многие другие вещи, которых здесь пока не задействованы, вы можете увидеть на нашей выставке «100 лет эволюции облика российского солдата» с 24 февраля по 2 марта. Все-таки приходите, мы будем вам рады, а наши гиды с удовольствием и с некоторым даже трепетом расскажут вам о постепенной эволюции и бронежилетов, и о том, как первые камуфляжи были в вооруженных силах приняты, и многие другие интересные вещи, которые здесь пока не представлены. Еще раз с праздником, дорогие наши подписчики, зрители и просто сочувствующие. Спасибо вам за ваше внимание. Оно нам очень дорого. Оставайтесь с нами, будет интересно.